Меч имеет довольно-таки внушительные размеры, то есть длина клинка очень длинная, но еще не очень удобная для сражения. Этот меч найден во время строительства дороги в предгорном сельском поселении Алкун. Строители обнаружили его во время раскопок глубиной всего в 1,5 метра. Начальник участка Магомед Сайнароев необычный ржавый предмет решил принести в музей краеведения, чтобы определить, представляет ли он историческую ценность. По словам сотрудников музея, меч уникален тем, что редко встречается на территории Ингушетии и аналогичен византийским. Это обоюдоострый меч длиной 86 сантиметров. И по предположению, он датируется где-то 4-6 веком нашей эры. Он является как бы переходным между мечами-акинаками, палашами и саблями хазарского типа, которые у нас очень много в коллекции. Это сабли, их называют хазарского или аланского типа. Вот эти сабли, они датируются уже 8-12 веком. В музей поступил и этот небольшой керамический сосуд. Он также был случайно найден во время строительных работ, но уже в одном из частных подворий в селении Барсуки. Рашид Умаров, который нашел их на глубине примерно 1,5–2 метра, сразу принес сосуд в музей, заранее прикрепив треснувшую часть скотчем. Сосуд сотрудники музея скоро отреставрируют. Специалисты относят его к бронзовому веку. Это конец 3-го, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Об этом нам говорят и форма ручек, и орнамент, нанесенный на сосуд. И изучая такие экспонаты, мы можем сказать, что в селении Барсуки в эпоху бронзы проживали люди с довольно-таки хорошо развитым гончарным производством, которые изготовляли вот такие оригинальные сосуды. Предметы археологии, как правило, поступают в музей вследствие археологических раскопок и случайных находок жителями. Коллектив музея имени Тугана Мальсагова не устает благодарить всех тех, кто проявляет гражданскую позицию и делится предметами, имеющими историческую ценность. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.